я обделен этой возможностью просунуть руку куда-то в пространство и достать откуда там идею. Мне приходится к ней как-то подкрадываться. Мне кажется, что вот она где-то там, но как-то я не могу ее догнать. Мой любимый материал – бронза и камень. Для того, чтобы работа появилась в бронзе, сначала ее нужно слепить. Камень сам по себе, когда его рубишь, вот он слетает. Там возникает такая фактура, которую даже никакой брону, то есть ни лепкой, ничем не повторишь. Это скорее как на велосипеде. То есть пока я не сяду, не начну крутить педали, ничего не будет, никакого процесса. Нету смысла ставить много и часто. Для меня это важно ставить те вещи, в которых я получаю какое-то развитие и развиваюсь как художник. Я действительно отношусь к скульптуре, к искусству, как к очень важному процессу. Это вещи, которые, в принципе, влияют на людей. У меня отец скульптор, и уже, наверное, там с 8-10 лет я часто приходил к нему в мастерскую и что-то там лепил, строил замки, каких-то там фигурки и так далее. А уже с первого класса началась сначала изо-студия, потом уже художественная школа. Отец распределился, в конце концов, там, после института в Новополоцке. Он там много очень сделал для Новополоцка. Там огромное количество скульптур стоит, это его авторство. А мне на тот момент город Новополоцк как-то... и жизнь с родителями очень надоела. И когда они предложили, что было, вот отец мне говорит, есть Минское художественное училище, я понял, что я буду жить один, без родителей. Ну, в принципе, я, наверное, готов был во что угодно идти поступать. А когда я поступил в училище, и там началась учеба, там вдруг все стало по-другому. То есть там у меня вдруг пошли пятерки, четверки, и оказалось, что я уже не лузер. Оно было очень интересное. Это было училище, которое было полно панков, хиппи, такой атмосферы. Там люди играли на гитарах, слушали странную музыку, то, что обычно в Новополоцке мы не слушали. Там был несколько другой город, и он больше был такой, и направления были несколько другие. А там было интереснее. То есть они читали какие-то книги, оказалось, что чтение книг – это, наоборот, это нормально, это классно. Мы даже и не знали, что он исходит из такого известного фамильного рода, сын Льва Аганова, ведь у него еще и брат скульптор. Ну, мы этому не придавали внимания. Это не так важно в академии. Главное то, что показывает человек, к чему стремится, и поэтому кичливости никакой никогда не замечали за ним. Он такой открытый и сейчас. И это был очень хороший курс выпускной. Вот в 2000 году Сергей защитился работой на историческую тему «Последний король Понятовский». И вот видите, все остальное время он остался верен вот этому историческому жанру. История мне нравилась всегда, с самого детства. То есть я постоянно читал исторические книги, они мне очень нравились. Я очень увлекался, мне нравились рыцари. Я в них играл в детстве, рыцари, солдатики, но особенно рыцари. И вдруг выясняется, что здесь, в Великом княжестве Литовском, на этих территориях были замки, были рыцари. Ну, тогда мне стало вообще очень интересно, и поэтому, да, вдруг появились какие-то образы, которые уже начали реализовываться в будущем. Все связанное с какими-то доспехами, конской упряжью, монетами, печатками, какими-то... Вот всю такую мелочь от антиквара. Он вот если видит все свои, там, копейка осталась в кармане, он купит эту книгу, будет трястись над ней, что он там увидел какой-то элемент конской упряжи или доспехов рыцаря, который у него не было до этого. У него очень много этого уже куплено и прочее. Но вот этот его живой интерес к мелочам таким, наверное, это вот такая его настоящая его личная тема, что вот он прям вот копается, вовнутрь залазит, предмета там, как бы он не только с лица как бы знает предметы, он как бы и изнутри его, и знает, что одето, ну, в общем, какие-то такая доскональность. Вот говорят, Бог в мелочах, вот он это преследует. Но я думаю, что если бы ему предложили покопать где-нибудь что-нибудь,
и быть сопричастным к какому-нибудь городище раскопать, я думаю, что он бы с удовольствием поехал и копал бы, если бы у него было свободное время. И найдя какой-нибудь предмет доисторический или исторический разных веков, думаю, что это была бы самая большая радость у него, что-то есть в жизни. Музей, если он куда-то едет, обязательно это будут какие-то... Он идет что-то изучать по исторической части, потому что для него это, он проживает, для него это просто, это такой... Он может вам в подробностях рассказать про какие-нибудь легионы там какого-нибудь римского царя или там здесь про каких-нибудь князей. Он великолепный рассказчик, он иногда периодически это все рассказывает в красках, по ролям. И такое создается впечатление, что ты в кино сходил, потому что как он тебе какие-нибудь истории рассказывает, это... Вот он фанатик, причем он так вот очень, очень скрупулезно. Ему нравится вот разбираться в вопросе. Он не любит вот так вот какое-то поверхностное мнение составлять. Когда Кирилл был маленький, укладывая его спать, мы все время выдумывали какие-то истории и сказки. Собственно, у него был друг, мальчик, и то есть я в какой-то момент начала ему рассказывать, так как Кирилл очень любил рыцарскую тему. Вот, то есть я начала рассказывать ему сказку про рыцаря Кирюшу и рыцаря Ильюшу. И в итоге это превратилось в какую-то такую серию сказок, которые там рассказывала я, Сергей рассказывал со своей стороны. Мне очень неинтересно было ему рассказывать сказки про курочку рябую, там еще что-то, ну просто реально неинтересно. Я ему рассказывал мифы Древней Греции, там какие-то еще другие вещи, там истории про... Ричарда «Львиное сердце», но ему хотелось, чтобы он в них везде присутствовал. У нас была с ним вместе сочиненная какая-то история про Ричарда «Львиное сердце», потому что ему очень понравился, и действительно Кирилл вместе с ним ходил в пески Палестины, где они нашли череп дракона, оказалось, что это не череп дракона, оказалось, что это голова динозавра, ну и так далее. Ну, то есть у нас происходили вот такие какие-то безумные истории. В итоге я помню, что даже Кирилл, он же просыпался, мне говорил, мне сегодня приснилось, что я еду на олене, у меня был ворон, который мне что-то рассказывает, и я так говорю, отличная композиция. И у меня получилось около 7 или 8 композиций, где он присутствует. Войт, які стаіць каля нашай ратушы, паўстаў пасля 3 гадоў маіх угавораў. Ну, я далікатна угаварваў гарадскія ўлады, што ў горадзе вельмі мала пазнакаў нашай гісторыі, паколькі збольшага адноўлены верхні горад, я кажу збольшага, бо там яшчэ багата чаго трэба аднаўляць, але ж пазнакаў, што нашаму гораду 1000 гадоў неўзабаве практычна няма. Для этого я нават зрабіў выстаўку ад Менска да Мінска, дзе і паказаў невялічкую мадэльку Сергея Аганова, вот этого Войта. Идея как таковой работы Войт, это было давно, то есть мне пришла в голову мысль о том, что было бы неплохо возле ратуши поставить фигуру градоначальника и с свитком о том, что вот Минск приобретает магдебургское право. Это не было ни заказ, ничего, то есть я просто ездил к архитектору, мы познакомились с Сергеем Георгиевичем Багласовым, он был автор ратуши, потому что мне сказали, что без Багласова, если Багласов ее не будет одобрять, потому что это его все-таки авторская работа, ратуши. Мы с ним познакомились и очень долго работали над привязкой, где его посадить, как, потому что возникали идеи, может быть, все-таки 3 фигуры. Потом я пытался сделать, потом от этого отказались. Как появилась карта, это было тоже его предложение, появилась карта плана и так далее. Ну, то есть и пошла уже какая-то такая серьезная работа. И тое, что он стоит понад планам тагачаснага горада, на пачатку этого не было. Рэшце это узнікла, тое, што он стаіць з граматай магдебургскага права. Это уже дапрацоўвалася падчас працы над гэтым праектам. А конкретно в образ горада ў выглядзе вот этой мапы гарадской, безумоўна, это уже было падчас реализации. И это цікава, тому што ён, як гаспадар, стаіць над горадам. І мало того, гэта карта города – это, магчыма, что город, які ён плануе яшчэ разбудоўваць. Анастасия Слуцкая, когда объявили конкурс, было очень интересно поэкспериментировать, поработать. Я сначала слепил в традиционном виде, то есть вся фигура бронзовая.
Потом я смотрю, что времени как-то у меня хватает. И вдруг мне в какой-то вечер показалось, что было бы неплохо. А вдруг посмотреть, как это будет получаться, если у нее юбка будет из камня, а сама она будет в бронзе. И я подумал, что, наверное, есть время, да, я просто попробую. Я попробовал это сделать второй вариант. Мне, конечно, интересно. То есть, да, до этого вроде таких работ не видел. И вряд ли как-то комиссия, подумал, наверное, примет это, потому что она, так слишком это радикально. Неожиданно для белорусской скульптуры, я подчеркиваю, там где-то в мире можем такие случаи встречать, а вот именно для Беларуси это необычно было. Он соединил бронзу и гранит. Это страшно сложно подогнать потом, отлитую бронзу, потом подогнать вот под гранит. Как он сам Сергей признался, я, говорит, не очень был уверен и даже рисковал отчасти, но пошел на такой риск. И проще было взять, сделать отливку всю из бронзы и закрыть эту тему. Но все-таки человек рискующий, и, я думаю, что верящий в свой талант, не без этого, конечно. Но его творчество отличается необычайно выразительным силуэтом. Могу сказать, что, наверное, профильная силуэтная часть его произведений одно из самых сильных качеств. Плюс ко всему, он как скульптор стремится к сочетанию разных материалов, которые имеют разные природные факторы существования. Металл и камень. Юбка формовалась, отдельно по ней вырубался камень один к одному, а все остальное отливалось. Но до самого последнего момента я очень боялся, понимаете, вдруг мы там что-то где-то не угадали, и когда я буду садить всю фигуру вот именно на бронзу, то будет не угадано, то есть если я ошибся с осью, то есть она, допустим, наклонится или назад, или вперед, или еще что-то, это будет вообще, то есть это будет достаточно катастрофично. И когда она села вот в конце работы, вот тогда у меня было, конечно, гигантское облегчение, потому что она села как положено. Как мне видится, вот на мой взгляд, да, то, что Анастасия Слуцкая, да, она похожа на портрет жены. Мне кажется, это неосознанно он делает. То есть, вы знаете, на самом деле у нас многих такое проскакивает какие-то. Кто-то автопортреты свои лепит, то есть там кто-то еще. Но, как по мне, когда я приехала первый раз, увидела ее, когда она лепилась, да, очень похоже. Я не знаю, вряд ли он это делал, осознавая, что он делает, но мне кажется, этот образ женщины, просто который он любит, и вот так вот он передается через руки. Сергей очень злился, да. Ему на всех советах это говорили, все из-за того, что все скульптора как-то его очень долго этим подкалывали, сам Сергей этого не замечал. Город Лида, это город, в котором я родился, в принципе. И когда мне был год, то мама забеременела Димой. И так получилось, что, меня отдали бабушке. Я жил там до 3,5, почти до 4 лет в городе Лида. И каждое лето я приезжал туда, любые выходные, каникулы. Рядом с замком был частный сектор, замок был еще недостроенный, он как-то рос вместе с нами. Мы с моими друзьями залазили туда в замок, прятались от сторожа, потом залазили в башню, и там уже по башне путешествовали. Даже нашли какой-то там странный ход, там были летучие мыши, мы их ломили майками. Гедемин основал в Лиде замок, который является одной из цепей вообще в форпосте этих оборонительных сооружений, то есть Лида, Крева, Новогрудок и другие замки, которые защищали эту территорию. Зараз, наколькі я ведаю, ён разам з Ольгай Нечай выйгралі конкурс на помнік славутаму нашаму князю Гедеміну, які паўстане каля Лідскага замка. Таксама даволі цікавая трактоўка вобраза. Это конны помнік з велізарным такім, як бы это яго назваць, покрывам, якое пакрывае і князя, і коня, і ўвесь край. Вобраз вельмі цікавы, таму што князь, гаспадар края, ён закрывае сабою увесь край ад ворагаў. І тут жа замак, які князь Гедемін і збудаваў. Мы сидели. Слушай, а давай попробуем вот тут Гедемин. Давай.
И, в общем, каждый приволокли. Я приволокла свои эскизы, которые мы там делала. Сергей на основании какой-то его работы. Он говорит, ну давай сидеть рисовать. И мы вот так с ним сидели, вот вдвоем. Вот каждый сидел, рисовал силуэт, и потом так, о, смотри, а давай мы вот в этом вот так вот что-то опустим. А вот это, смотри, а здесь надо заворот головы сделать. Это была совместная работа абсолютно. Единственное, что это все длилось очень много лет. Конные статуи раньше считалось, что это высшее проявление мастерства в монументальной пластике. Он участвует в конкурсе и выиграет этот конкурс. Для города Гродно планировался памятник Давиду Городенскому. И этот памятник был тоже осуществлен. Многие люди, которые, особенно там из, как ни странно, из, казалось бы, люди творческие, должны понимать идею, но почему-то имели претензии, только одну претензию к этому памятнику, что вот якобы Давид Городенский не показан с мечом вот так вот поднятым, а у него приспущен меч. Но не все прочли главную идею скульптора Аганова. Она очень, мне кажется, и уместна, и логична, эта идея. Он показал Давида Городенского не как воинствующего человека, а показал как человека достаточно мирного, но который всегда готов защитить в случае чего свою землю, свою семью, свою страну. Последняя работа в камне, ну вот моя, Давид Городенский, там был он 2,5 метра высотой, и был просто большой блок. То есть рабочие каменотесцы в какой-то мере его обрубили, опилили, но это была такая, ну, не сформированная большая глыба. И дальше началась работа. Вот я его рубил 2,5 месяца. Я ездил туда как на работу к 8, к 9, уезжал оттуда в 6. Но это каждый день. При том, что, ну вот, ты становишься, режешь, рубишь. Это камень. То есть я не могу, знаете, там смело отрезать отрезной машинкой что-то, потому что потом я ничего назад не приклею. Там виден его кропотливый труд. Ну, я думаю, как в других работах, просто это работа из камня целиком. Это редкость для Беларуси. Каменная работа, не имеется в виду не портрет, а целиком фигура, конь, какая-то композиция. Даже там присутствует и Гродно, ну, схематично, но Гродно. Он пришел с новой темой. Он предложил пересмотреть участие архаичной формы в белорусской культуре, в белорусской системе, в скульптурной пластике. Этого было, видимо, мало. Невидимо, это очевидно. Было мало. Превалировало нечто другое. С Баглазовым Сергеем Георгиевичем у нас есть определенный такой проект. Это, ну, мы все знаем, в 410 году случилась Грюнвальдская битва, и в Грюнвальдской битве участвовала Минско-Заславская хоругвия. Вот. И это перчатка, рыцарская перчатка, которая держит икону Божьей Матери потом же, опять же, это герб Минска, она должна была символизировать именно участие именно этих Минско-Заславской хоругвий. То есть это не памятник Грюнвальдской битве, это просто памятный знак, посвященный именно участию Минско-Заславской хоругвии в Грюнвальдской битве. И на камне мы даже хотели сделать текст-гимн Деве Марии. Пока это планируется как проект. Это мы делаем его проект, это, знаете, как бы... То есть он делается нами без договоренности. Ну, то есть это... Ну, как художник, он свободен в этом плане. Он может проектировать что угодно. Пока это, ну, за свои деньги, за свои средства или там в своей мастерской. Его хобби, его любовь или его жизнь – это его работа. Оно все как бы, что бы он ни делал, все равно сводится примерно к одному. Если мы куда-то едем, путешествуем, точно так же, как Сергей там ездил в Сирию, это тоже вылилось в серию работ. То есть в любом случае его мышление, то есть его образ мышления как бы приходит к одному, к творчеству, в которое вливаются все его впечатления, мысли и так далее. Мы выиграли конкурс в Куропатах, на памятный знак Куропатах. Мы, конечно, очень интенсивно занимаемся им. И параллельно вот Гедемином. Я бы не сказал, что что-то менее важно, что-то более важно. Потому что, Гедемин – это все-таки та тема, которая, она приятна, она интересна, это связано с историей. А Куропаты, она тема очень сложная. Мы читали, изучали этот материал. Он, конечно,
нас довольно серьезно как-то так потрясал, и были периоды даже определенной депрессии, когда читаешь эти вещи. Что там происходило, как это происходило. И, да, это непросто. Тяжело, наверное, дается тот временной период, в котором мы это все делаем, потому что за очень короткие сроки производится очень большой объем работы. Ты не успеваешь выдохнуть. Иногда бывает такая вещь, что у тебя замыливается глаз, и ты не видишь каких-то вещей. Для этого надо просто походить, вообще отключиться, не думать. Мы стараемся, поскольку нас все-таки в коллективе 4, то есть мы стараемся опираться на мнение друг друга, потому что если ты сам не видишь ошибок, видит стоящий рядом твою ошибку. Это проще иногда. В первую очередь наша цель – это сохранить существующий мемориал, потому что и донести то, что он уже состоялся. Туда сильно вообще влазить не надо. На этом памятном знаке будут надписи. Кроме того, что это архитектурно и скульптурно хорошо решено, это еще будут такие надписи на 4 языках. А надписи очень простые были. Там, я по-белорусски скажу-то. Тата, мама, дочка, брат, сестра. И так далее. Мой любимый материал, видимо, все-таки бронза. То есть бронза дает возможность, бронза и камень. Бронза дает возможность пластически быть более свободным в каком-то направлении. Но камень мне он очень нравится, потому что в отличие от других материалов, представляете, для того, чтобы работа появилась в бронзе, сначала ее нужно слепить, отформовать, отлить и так далее. И любая поверхность, какую бы я ни задавал, то есть мне ее нужно продумать, отлепить. Понимаешь, как это будет выглядеть в бронзе, то в камне ситуация немножко иногда другая. То есть камень сам по себе, когда его рубишь, он слетает, то там возникает такая фактура, которую даже никакой бронзой, то есть ни лепкой, ничем не повторишь. Мне нравится его принципиальность во многих вопросах, его позиция, то есть что он не будет там лукавить, будет прямолинейен. Может быть, это прямолинейность его конек. То есть она мне близка. Сергея на лице его открытом, широком, глазастом, так сказать, крупных чертах его лица всегда все видно. Самое главное его качество – Сергей очень надежный. Ты понимаешь, что ты человек, поскольку ко всему безумно ответственно относится, то есть у него не бывает на абы как, на что-то, то есть если что-то он делает, это делается по-настоящему. Человек, на которого ты можешь понадеяться. И ты знаешь, что тебя не подведут. Это, наверное, в нем самое колоссальное качество, то, что он берет на себя ответственность, так говорит, хорошо, все делаем. Мастерская, она вообще, в принципе, как дом. То есть я прихожу утром, прихожу домой очень довольно поздно. Но так живут большинство художников. Иногда все равно получаю за то, что в чем-то я не участвую. Но у меня жена, она очень в этом плане, она действительно меня поддерживает и по-настоящему все прекрасно понимает. Я родилась в такой семье, где почти все мои родственники, как я в детстве гордилась и меня льстила, что все мои близкие люди, они находятся в энциклопедии Беларуси по искусству. Мой дедушка скульптор, достаточно известный. Гуляя по городу, можно видеть его работы. То есть, знаю, мой папа очень известная личность, который очень много проводил времени на работе. И я считаю, что большой культурный слой у него очень много сделано для Беларуси. Моя тетя. Поэтому, что такое жизнь с художником, я точно себе представляла, наверное, больше, чем кто-либо. И тут скорее Сергею повезло со мной больше. Знаете, чтобы я проснулся утром, и вдруг меня посетила или вечером муза, так нет. То есть я знаю, что, знаете, у меня это скорее как на велосипеде. То есть пока я не сяду, не начну крутить педали, ничего не будет, никакого процесса. То есть когда ты начинаешь чем-то заниматься, ты заряжаешь свой мозг именно в каком-то направлении, об этом все время думаешь, потом приходишь, работаешь, только тогда возникает и выстреливает какая-то идея. То есть я, в отличие, наверное, от каких-то очень гениальных людей,
обделен этой возможностью, знаете, там просунуть руку куда-то в пространство и достать откуда там идею, которая там где-то была, и спокойно ее воплотить. Мне приходится к ней как-то подкрадываться, идти. Мне кажется, что вот она где-то там, но как-то я не могу ее догнать, ускользает. И для этого, да, мне приходится достаточно делать большие усилия. Я не буду делать какие-то конъюнктурные вещи, которые мне не интересны. Нету смысла как бы ставить много и часто. Скорее здесь для меня это важно ставить те вещи, в которых я получаю какое-то развитие и развиваюсь как художник. Я действительно отношусь к скульптуре, к искусству как к очень важному процессу. То есть он для меня имеет огромное значение. И я не считаю, что мы там являемся, знаете, какими-то аниматорами, массовиками-затейниками или так, что-то там делаем какое-то украшательство. Нет, это вещи, которые, в принципе, в какой-то мере, я не говорю глобально, но в какой-то мере в то же время влияют на людей.